как я оцениваю результаты нерегистрации? Ну, это беспредел, потому что человек, который декларирует за себя поддержку 76%, так испугался, что решил снять всех своих конкурентов. Да, еще мы все смотрели, что происходило сегодня в Центризбиркоме, и первое, что бросается в глаза, что Виктора Бабарыка, которого по всем законам он является невиновным, пока не вынесен приговор суда, его уже Центризбирком заранее признал виновным. И снял по этой причине с выборов. Все понимают, что и Валерий Цепкало тоже пострадал абсолютно незаконно, что все эти подписи, мы все в Гомеле и в Минске видели пикеты к этим трем кандидатам, Бабарыке, Цепкало и Тихановской. И я, например, в Гомеле не видел ни одного пикета ни за Конопадскую, ни за других кандидатов. Надеялся, конечно, я на лучшее, но так как все это происходит, я думаю, что это было предсказуемо, что не зарегистрировать ни Цепкало, ни Бабарику, которые действительно люди стоящие. Мне очень нравится их мировоззрение обоих. Это очень печально. И боится, потому что за этих людей проголосует большинство. Или за одного, или за второго, без разницы. У него очень маленькая электоральная поддержка среди населения. Негативно, потому что не зарегистрированы два основных политических кандидата, альтернативных кандидата. Это Цепкало и Бабарика в первую очередь. И лично я, как человек, скажем так, молодежь, очень сильно был, голосовал за этих кандидатов и считал, что это такой довольно хороший путь для дальнейшего развития нашей страны. Все-таки 26 лет застоя, наверное, всем надоело, хотя не сказал бы, что я так много здесь живу. И я считаю, что это абсолютно незаконно, и эти слова подтверждали те же самые адвокаты и Виктора Бабарика, и сам Валерий Цепкало лично сегодня на стриме своем небольшом. В моем понимании абсолютная трусость, потому что человек, который сейчас находится у власти, заявляет на всю страну, что он имеет, абсолютно электоральное большинство, и его выборы совершенно противоречат его словам. Тем самым он доказывает еще раз, опять же, свою некомпетентность в первую очередь. Во-вторых, он абсолютно никаким образом не ценит свой народ, не поддерживает его выбор. И, извините меня, когда за двух кандидатов было собрано больше 600 тысяч подписей, и тут этих ребят просто не регистрируют по его палке, я считаю. Лично я смотрел сегодняшний стрим этого заседания ЦИК, и для меня это был, извините, полнейший цирк, потому что это было единогласно, без малейших оспариваний и так далее. То есть абсолютно понятно, что это было сделано по указанию сверху. И как я уже сказал, человек просто боится. Он просто боится того, что его свергнут, что у него все заберут, и, наверное, даже в первую очередь боится того, что он будет нести за это суровое наказание, которое впоследствии, наверное, очень плохо на нем отразится и на его семье, и, в принципе, на власти в нашей стране. Не допустили реальных конкурентов, боится власть реальной конкуренции. Решили, окончательно утвердить диктатуру. Мы против этого. Мы хотим перемен. Мы хотим в нормальной стране жить. Отношусь негативно. По мне, конечно, чем больше людей, то есть больше конкуренция, то есть больше людей могут какие-то кандидаты больше предложить. То есть не будут заморачиваться только на каких-то одних, так сказать, стабильных уже лозунгах. Не только там мирное небо и чистая страна, а что-то еще народу пообещать надо. То, что было сегодня в Центральной избирательной комиссии, это полный цирк. И все прекрасно понимают, что просто убирают неугодных кандидатов и оставляют тех людей, либо за кого не пойдут голосовать, либо Тихановская, которая будет как приманка для того, чтобы люди пришли в избирательные комиссии.
Узнают на работе, так узнают уже. Что сделать?